Здравствуйте! Сегодня гости в нашей студии – врачи-добровольцы из России, приехавшие в Кыргызстан во время обострения ситуации с коронавирусом. Молодые врачи-ординаторы помогали местным специалистам в борьбе с этим заболеванием. Они расскажут нам, с какими трудностями столкнулись на родине и какие проблемы в кыргызстанской медицине основные. Гости нашей студии – Султанбек Өмүрбеков, врач-невролог, Талантбек Ахунулу, врач-анестезиолог-реаниматолог, и на связи с нами по скайпу Жаңылмырза Бакирдин-кызы, кардиолог-реабилитолог. Вы приехали в Кыргызстан в период обострения ситуации с коронавирусом 2 месяца назад. Сейчас идет тенденция на снижение заболеваемости. Теперь, когда вы намерены вернуться обратно? Это на данный момент остается под открытым вопросом, потому что мы как планировали, где-то месяц поработаем, 1 календарный месяц, затем мы возвращаемся. То есть мы в посольство пришли, нам сказали, вы месяц работаете, мы вас возвращаем. Мы говорим, хорошо, написали заявление, кто с места учебы, кто с места работы, и заявление на 1 календарный месяц. По исходу этого времени мы до сих пор никак не можем вернуться. У многих работа начиналась еще в середине августа. Допустим, у Таланта это 12 августа он уже должен был выйти на работу. И мы уже закончили работу в обсервации 27 июля и к началу августа, и отсидели в обсервации, и дальше планировали вылететь на места работы, но подавали списки, переговаривались с послами, с организаторами, но никакого отклика мы от них не получили. Что вами двигало при принятии решения приехать в Кыргызстан? Когда мы находились в Москве, уже начали поступать данные от наших родственников, от наших знакомых. Они болели и находились дома, не могли найти медицинской помощи. И какое-то время еще в начале июля мы находились на дистанционной связи с ними. Мы кого могли, консультировали по телефону, с кем-то связывались, корректировали какое-то лечение. И так не могло долго продолжаться, потому что постоянно вот эта тревожность, ты вроде как и помогаешь, но при этом непосредственно как-то вмешаться не можешь. И когда появилась вот такая возможность, узнали, что собирают врачи, которые хотят помочь, мы подали заявки, и вот, соответственно, 12 июля мы прилетели в Бишкек. Какие у вас были первые впечатления после работы в Кыргызстане? В какой больнице вы работали? Меня распределили в Высокотинскую территориальную больницу, которая находится в городе Кант. Я и 5 моих коллег из России, еще 2, 1 врач и 1 ординатор, которые приехали из Баткена, также приехали помочь. Мы приехали, соответственно, нам сразу объяснили, что да как, директор больницы сама на тот момент болела, поэтому она со мной не встретилась, по понятным причинам. Я увиделся с заведующим, который на тот момент всем заведовал всей больницей. И на одно отделение приходилось там 2 врача, порядка 50 пациентов в одном отделении. То есть лично у меня в отделении была соматическая, кардиологическая и реанимационная. 3 отделения, еще гинекология. Гинекология, кардиология и реанимация, вернее. Порядка 50 человек в первый день прихода, и если в кардиологии и в гинекологии более-менее стабильны, то в реанимации там уже были такие тяжелые больные, и при виде которых там реально начинаешь ужасаться. А какие недочеты вы заметили? Может, не хватало оборудования, препаратов? То, что меня удивило, то, что вроде бы больница еще со времен советских, но если вы замечали, то в каждой больнице, в каждой палате были такие системы ранее, металлические такие, в них должен был содержаться кислород, чего нету, к большому сожалению, ни в одной больнице по всей республике на данный момент. То есть нет централизованного кислородного обеспечения. Как известно, сейчас основное лечение – это обеспечение кислородом и низкомолекулярным гепарином. 2 лекарства просто как должны быть, как говорится, must have, да? Они должны быть, но чего нету, из-за чего все начали примыкать к кислородным концентраторам. Даже в то время, когда мы вылетали из Москвы,
мы один чемодан пустым оставляли, чисто вот свои вещи, такой рюкзак или что-нибудь еще закинули, и просто туда закидывали все лекарства, которые оттуда передавались. То есть кто-то гумпомощь, кто-то родственникам просил помочь. И вместе с ними там еще концентраторы. То есть берешь вот такой вот чемодан небольшой, туда заклеивают концентратор. Как на войне, да, получается? Как на войне, да. И так мы привозили и лекарства, и концентраторы. Хорошо, там, тяжелым больным на тот момент, когда я приехал, уже были концентраторы в больнице, благо. Но некоторым требовалось и большой поток. Кислородный концентратор, он рассчитан на поток кислорода 5 литров всего, в то время как тяжелым пациентам требуется до 15-20 литров в минуту кислорода. Требовали ли вы от государства создания условий для нормального лечения пациентов? Сложность, которую я скажу, была именно с реанимационными пациентами. Реанимационных койко-мест нигде не хватало. И мы, родственники, обзванивали. И, допустим, к нам приходили из Минздрава люди, они записывали этих реанимационных пациентов. Но в итоге никакой помощи, поддержки от них не было. То есть в любом случае день проходил, никакого отклика мы не получали. И просто родственники сами находили эти реанимационные койки. Это было, наверное, одна из самых таких сложностей. Ну, вот мы с Султаном находились в одной клинике, это временно открытый госпиталь, соответственно, никаких условий там не было для полноценного лечения, потому что никакой лабораторной поддержки, соответственно, никакой инструментальной диагностики, банально никакого ЭКГ, рентгена у тебя нет, соответственно, постоянные перебои еще с поступлением лекарств. На что, когда мы спрашивали, где лекарства, почему этого нет, того нет в отделении, нам говорили о том, что нет на складе, это надо там через какое-то подавание заявки, это будет, соответственно, оформляться там день-два, в этот момент ты остаешься без лекарств. И, соответственно, родственники больных были вынуждены их приносить, потому что лечение не требовало отлагательства. Приедете ли вы еще раз, если, не дай бог, начнется вторая волна? Когда мы вылетали еще, мы шли с таким настроем, что едем как добровольцы. Когда приехали, мы обсудили, что мы пойдем в любое место, куда нас направят. И многие врачи говорили: отправьте меня в самые сложные территории, потому что мои знания туда пригодятся. Конечно, мы жители этой страны, все-таки где я родился, там ты и пригодился, поэтому важно, здесь наши родные, здесь наши близкие, и мы не оставим. Джамал Мурза, изменились ли ваши взгляды на будущее? Повлияла ли пандемия на них? Но, к сожалению, вот на примере этой же самой Атакановой СВО, которую вы уже упоминали, можно как раз судить о том, что у нас не привыкли принимать свои ошибки и делать какие-то выводы, потому что пандемия вскрыла все те минусы, которые до этого были. Это не новые проблемы. Единственное, что мы должны сделать, это акцентировать на этом внимание и попробовать исправить то, что было не так, а не отмалчиваться или отписываться и говорить, что в целом все было хорошо. Мы каждый со своей стороны делаем какие-то свои шаги, но это наши точные шаги, потому что отдельный человек не способен поменять что-то в глобальном формате. Именно движения такие должны как раз исходить от правительства, от Минздрава, то есть от людей, которые должны менять стратегии. Вы приехали на добровольной основе, но, тем не менее, у вас ежедневные расходы. Хоть какая-то оплата со стороны государства была? Мы получили заработную плату, так же, как все врачи в Кыргызстане за время своей работы. Но не в этом вся соль. Соль в том, что у нас врачи вне коронавируса получают 5000-ную зарплату. Работают на нескольких работах, и в одно время врачи заболели, раньше казалось, что везде их хватает, а на самом деле врачи работали в 2-3 местах, и вот из-за этого такой кадровый сильный дефицит пошел. Если бы у врача была возможность достойно зарабатывать, иметь подписку на какой-нибудь up-to-date, получать передовые мировые знания,
использовать каждому пациенту было бы приятно, любому человеку. Любой человек, не будь он чиновником, кем бы он ни был, он попадет на прием к врачу. И ему будет приятно, если его будут лечить знаниями мирового медицинского сообщества. И вот. Во время работы вы увидели уровень знаний местных врачей. Можете ли вы дать им оценку? Если да, то какую? Вот если оценивать базовый уровень знаний, который мы получаем в университете, в медакадемии, то он вполне соответствует показателям СНГ так точно. Потому что вот мы в ординатуре мы никоим образом не заметили разницы, и, может, даже в некоторых проявлениях мы опережали своих коллег, которые отучились в первых вузах Москвы. А когда вопрос касается уже клинических данных, то тут зависит не только от самого человека, но зависит и от клинической базы, на которой он находится. То есть если ты банально никогда не видел этой аппаратуры, этого метода, ты никак не работал с данными препаратами, то, соответственно, ты уже отстаешь в своем уровне знаний. И по причинам, не зависящих от тебя. Плюс также вот эти протоколы, которые были, допустим, в Кыргызстане, они вполне соответствуют тем международным критериям. То есть те же самые уровни доказательности там были соблюдены. Но ввиду того, что наши медики некоторые даже не доверяют Минздраву, они иногда вот не смотрели на этот приказ, что типа это очередная какая-то риска, и начинали лечить как могут сами. Золотым стандартом все-таки на данный момент является компьютерная томография. Не каждый человек может себе позволить 200 выделить именно для томографа. Когда тебе это надо еще в динамике смотреть, это надо раза 3. И плюс каждое лекарство стоит, там, скажем, один миропинем, лекарство, которое там, когда уже никак не помогает, приходит к миропинем, да, или миромем, торговое название. Одна ампула стоит 1000 сум. Таких нужно как минимум 14, 7 дней, как минимум. Это у тебя уже 14 тысяч. Плюс еще по 2000, это 18 тысяч. С учетом того, что люди 2 месяца сидели без работы, 2,5-3 месяца кто как. А тут у кого получаются такие деньги? Какие меры надо предпринять сейчас, чтобы быть готовым к осенне-зимнему периоду? Меня что больше всего огорчило, что на многих постах сидят очень некомпетентные люди, что до них невозможно достучаться. Человек, который занимает такие высокие должности, если ты начальник, то докажи своей прекрасной профессиональной работой, что ты начальник. Почему люди, приходя к тебе на прием, должны биться, как рыба об лед, и выходить через 3-4 головы к тебе связями, чтобы что-то получить, чтобы что-то сделать. То, что в других странах дается на просто так. Это вот, допустим, обращение, мне пришлось столкнуться с тем, что мне пришлось обращаться к адвокату в Минздраве. Почему? Я заразился коронавирусной инфекцией и собирал документы на выплату компенсации. И ФГСН мне сказали, что врачам из России никакой компенсации не будет выплачиваться. Я обратился к адвокату Минздрава, и она с порога уже была вербальная какая-то пассивная агрессия, и с порога она уже сказала, что зарплату получаете, работаете, и как бы идите. И я тут же себе представил, что придет врач. Ввели законопроект, что нельзя насилие по отношению врача. Придет врач, которого там избил, допустим, пациент, не будет иметь какой-то юридической поддержки с 5000-ной своей зарплаты. Придет он к этому адвокату, и она ему скажет: внутренние органы в порядке, ноги и руки есть, вот иди дальше работай. И вот это не должно быть, не должно. На месте должен сидеть не по связям, а компетентный человек, который, врачи и так самый уязвимый слой населения. Ни одна сфера деятельности не потерпела так сильно, как потерпели врачи. Сколько мы видели эти снимки, которые были на дне, да, общего траура, сколько людей умерло, но никакой защиты нет. То, что мы не чувствуем себя защищенными, это еще такая боль,
нашей общей медицины, наверное. Я вышел с Минздрава, и я сказал себе, что больше я не буду взаимодействовать, я поеду просто в Россию и дальше просто заработаю себе эти деньги. И мы же ехали как добровольцы, нам выплатили зарплату, но мы ехали и планировали работать бесплатно, и мне не была интересна эта компенсация, мне было интересно, почему 1000 зараженных врачей никто ничего не получает. И я получил на это более-менее исчерпывающий ответ. Ну, ситуация больше такая, что непосредственно наше руководство той клиники, в которой мы работали, оно работало вместе с нами. То есть с этой точки зрения у нас к ним нет претензий, потому что это были такие же врачи, которые работали с нами в красной зоне. Они заходили, контактировали с пациентами, возможно, даже сами болели. Но есть именно какая-то такая обреченность со стороны врачей, что они не готовы предъявлять претензии, они не возмущаются, даже когда условия не соответствуют тому, что должно быть. Даже то самое банальное, что у нас не было полного деления на чистую и грязную зону, то что все находились вместе. И они все это видели, но у них опущены руки, и они уже не пытаются что-то изменить. Это печально. А когда я приехал, мне сказали, там, ты никуда не поедешь, ты будешь жить здесь. Это была территория там детского сада. То есть вот представьте себе обычный садик, игральная комната и поделенная на две части и 8 вот таких вот коек, где очень-очень близко находятся там даже вот эти вот те, кто лежат. Соответственно, они, даже если один заражен, то через кого-то могут заразить. Надо нормальные условия создать для этого, чтобы не было там именно контактов между даже коллегами, когда ты уже вышел из красной зоны. Вот. А лекарства, когда я работал, несколько дней не было. Тот же самый гепарин, я не говорю про фраксипарин или Лексан там, или еще что-нибудь, я говорю именно про гепарин. Был момент, когда не было там определенного антибиотика, которые там кому-то должны были быть. Вот. Я звонил родственникам, мне говорил, там, привезите вот это, вот это, вот это. Или то же самое, что ко мне поступает женщина там, с сатурацией 65, не 65, там, по-моему, 45 было. Я говорю, а почему так поздно приехали? Ее сразу доставили в реанимацию. Говорят, мы 3 дня не могли попасть, говорят, к вам в больницу. Они банально не впускали этого человека. А почему там место было? Почему место было? Место было. Вы знаете, мы зашли в красную зону, у нас вот здание, и снаружи еще стоит фильтр, где они решают, кого впускать, кого не впускать. Врачи, соответственно, я без проблем заезжал, выезжал оттуда. А скорая кого-то привозит или с самотеком кто-то приходит, тех вообще никого не впускают. Вы спрашивали у руководства больницы, почему так происходит? Я говорю, а почему? Я говорю, вот у нас есть места. Говорит, я даже не знал о том, что кто-то оттуда приезжал, понимаете? Я говорю, вот у нас есть места, почему вы не кладете больных? Говорит, а мы сейчас скоро там врачи уйдут, некому будет работать, там еще что-то. Говорю, так мы же сейчас здесь, говорю. Понимаете, что эти 1-2 дня, там, это для кого-то это срок. Ситуация была такая, что мы работали именно в тот момент, когда начали умирать именно врачи в большом количестве в Иссык-Кульской области. Вот Одинай была, другие, очень много известных людей. Многие врачи, работая, не могли там пойти похоронить там родственников своих, продолжали работать. И вот сфера медицины понесла наибольшие утраты, и мы работали в таком режиме, понимая, что это и смертельно опасно, и это и тяжело, но надо что-то делать, потому что мы приехали с определенной задачей. Знаете, наверное, работать здесь намного лучше, чем сидеть там и листать вот эти вот списки. Особенно в Телеграме появилась страничка «Врачи онлайн». Вот, и я сидел, консультировал каждого. Там у меня порядка 20-30 человек набралось за 2-3 дня, которые ко мне обращались, и я всех консультировал. И вот
то, что люди не могут даже банально с этим лекарством пойти, там, и чтобы их прокапали, вот от этого намного тяжелее было, нежели чем здесь работать.